В Абхазии в самом разгаре пора активного сбора цитрусовых культур. Солнечные декабрьские дни как нельзя кстати, говорят собственники мандариновых плантаций. В этом году урожай хороший. В среднем до Нового года, как прогнозируют в Министерстве сельского хозяйства, планируется собрать до 30 тысяч тонн мандаринов. На данный момент около половины из этого количества уже экспортировано в Россию. Если для мелких предпринимателей мандариновый сезон уже позади, у собственников крупных плантаций собран не весь урожай или еще не реализован. Они признаются, закупочные цены слишком низкие. Почти 20-25 тонн в ангаре в ящиках стоит, нету никакой продажи. Вот, в этом году очень слабо, очень слабо. Можно сказать, за 10 дней 1-2 газеля заезжает в ангар. И то спрашивают, уходят. То цена не устраивает. Он не говорят ни в чем. Мы свой товар на месте продаем. У нас в складе она лежит, клиенты приходят в собранном виде, в ящиках. Понравится, говорит, вот такой товар хотим, по цене договоримся, они начинают переборку делать, берут, что хотят. В связи с большим количеством урожая в этом году цена на мандарины не очень высокая, пока во всяком случае 20, а если повезет 25 рублей за килограмм продукта среднего и крупного размера. Однако крестьяне все чаще сталкиваются с проблемой отсутствия клиентов, которые могут забрать цитрусовые прямо из дома по выгодной оптовой цене. Не всегда получается продать мандарины и на границе с Россией. Бывали случаи, когда крестьяне возвращались, так и не продав свою продукцию. Сложная ситуация обстоит и на Сухумском рынке. Здесь перекупщики предлагают за килограмм мандаринов еще меньшую цену. Мы принимаем 5, 10, 15 рублей. И то с таким, малое количество, и то с таким перебоем они ругаются и оставляют, если у людей на хлеба нету, и он вынужден продать его за 5 рублей, за 10 рублей. А что он должен сделать? Он раз привез его. Утром вы пришли бы, вы увидели бы, машин 30 стояло здесь у нас, потому что они оттуда не смогли туда перевезти, потому что маленькие машины не разрешают. Они сюда, бедные, приехали, по 10, по 15 отдали, уехали. С границы приехали? Конечно, они приезжают, да, утром, не смогли реализовать его. Сегодня в Абхазии работает лишь одна фирма по приему сельскохозяйственных культур. В предприятии «Абхазпродэкспорт» в поселке Гулрыбш мандарины принимают ежедневно. Цену за килограмм здесь устанавливают в зависимости от качества продукта. Сюда может обратиться любой желающий, при этом деньги от продажи он получает в течение 10 дней. Вместе с тем таможенные правила для экспортеров цитрусовых остаются прежними. В настоящее время вывоз с территории Республики Абхазия цитрусовых плодов осуществляется беспошлино. Оплате подлежит лишь таможенный сбор, размер которого составляет 0,1% от общей стоимости. Взимаемой таможенными органами Республики Абхазия сумма сбора за таможенное оформление в полном объеме поступает в бюджет Республики Абхазия. В связи с тем, что значительная часть абхазских производителей цитрусовых плодов являются физическими лицами, не обремененными контрактными обязательствами с контрагентами из Российской Федерации, вывоз данной продукции с территории Республики Абхазия осуществляется участниками внешнеэкономической деятельности в рамках заключенных контрактов. Сумма, составляющая 11 рублей за ввоз цитрусовых плодов на территорию Российской Федерации, включает в себя оплату комплекса услуг, не связанных с уплатой таможенных платежей, поступающих в бюджет Республики Абхазия, таких как услуги коммерческих организаций по перевозке продукции, брокерских услуг и оплату внутренних налогов в Российской Федерации. Цитрусовые вывозятся из Абхазии без таможенных пошлин. Но чтобы вывести мандарины в Россию, необходимо иметь при себе особый пакет документов: таможенная декларация, карантинный сертификат, товарно-транспортные накладные. При этом норма ввоза цитрусовых плодов в соседнюю страну без надлежащих документов и без уплаты таможенных платежей составляет 50 килограмм в одни руки. В остальных случаях предприниматель вынужден оплатить услуги коммерческих организаций для перевозки. Сария Смыр, Степан Мартиросян, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.